На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мировые шедевры в качественном исполнении. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицбе завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии. Следующий этап – запуск вторичного производства из пластиковых отходов. Фонд «Республика идей» запускает инициативу «Экологика». Усиление роли женщин в современном обществе. Круглый стол на эту тему провела в Сухуме Ассоциация женщин Абхазии. Вице-премьер-министр экономики Кристина Азган прокомментировала ход согласования с парламентом проекта текста соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия и внесение в него поправок. Благодаря межправительственному соглашению об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия предшествовала определенная работа. Сам проект соглашения был согласован с российской стороной и определена и в итоговой редакции в 2023 году. Соответственно, вышло распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении текста соглашения и распоряжение правительства Республики Абхазия, соответственно, об утверждении текста соглашения. Как известно, в начале 2024 года вышел закон, который предусматривает информирование исполнительной власти проектов международных договоров, подготовленных к подписанию. В июне текущего года данный проект был направлен в Народное собрание парламента Республики Абхазия. В конце июля текущего года были представлены поправки к данному межправительственному соглашению. В парламенте прошло несколько заседаний комитета по обсуждению проекта межправительственного соглашения и обсуждению тех поправок, которые были внесены депутатами парламента. В целях урегулирования данных вопросов, которые обозначали депутаты, Министерством экономики был направлен развернутый комментарий к каждой поправке, которая была представлена Народным собранием, в целях исключения разночтений, которые возникали в процессе его обсуждения. Сразу хочу сказать, что основными вопросами, которые обозначались в контексте принципиальных замечаний, это была льгота по налогу на добавленную стоимость и определение сфер деятельности в части туристической отрасли, которые по результатам переговоров с российской стороной были урегулированы. В итоге льгота по НДС, по возмещению уплаченного в полном объеме НДС, которая изначально предусматривалась в проекте межправсоглашения, на данный момент в итоговой редакции межправсоглашения определена в размере 50% от действующей ставки налога на добавленную стоимость. Также из текста соглашения исключена формулировка в контексте туристической отрасли «иные объекты размещения». Кроме того, как заявила в своем аудиокомментарии вице-премьер-министр экономики Кристина Азган, нормы землепользования и залога объектов инвестиций, прописанные в проекте российско-абхазского межправсоглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия, не противоречат действующему законодательству Абхазии. Все вопросы, связанные с землепользованием и, залогом объектов инвестиций, которые предусмотрены в качестве прав, инвесторам, который будет реализовывать такие инвестиционные проекты на территории Республики Абхазия, нормы, которые заложены в данное соглашение, абсолютно идентичны нормам гражданского и земельного законодательства. Порядок предоставления земельных участков в пользование таким юридическим лицам не предусматривается иной, нежели
чем тот, который сегодня действует в рамках земельного законодательства. Есть соответствующие статьи Гражданского кодекса, которые предусматривают право на предоставление в залог объектов собственности, объекты инвестиций будут, безусловно, являться объектами собственности. Поэтому ничего противоречащего действующему законодательству Республики Абхазия в этой части соглашения не содержит. Также отдельно хочу сказать, что в вопросах регистрации на территории Республики Абхазия филиала российского банка с государственным участием вытекает, в принципе, из действующего закона о банках и банковской деятельности, который, в принципе, предусматривает создание на территории Республики Абхазия дочерней структуры иностранного банка. В данном случае мы в соглашении предусмотрели ограничение данной нормы, которая предусматривает не регистрацию дочерней структуры, а именно филиала с ограниченным набором функций, которые будет определять Национальный банк Республики Абхазия. Сразу хочу также обратить внимание на то, что вопросы, связанные с льготами по налогу на добавленную стоимость, это не новизна, которая предусмотрена в данном соглашении исключительно только для российских юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Абхазия. Аналогичная норма содержится в законе об особых экономических зонах, где предусматривается, что в пределах особой экономической зоны могут реализовываться проекты в различных сферах деятельности без ограничений, а также таким проектам предоставляются льготы в виде освобождения, полного освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин на 24,5 лет с момента начала деятельности. А в соглашении предусматривается возмещение фактически уплаченного налога на добавленную стоимость после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию в размере 50% от установленной ставки налога на добавленную стоимость. Ответил на комментарий министра экономики Кристины Азган о вопросе земли в инвестсоглашении юрист Саид Гизердава. Как в частности отмечает Гизердава, проблема инвестиционного соглашения в деталях и эксклюзивных условиях для так называемых инвесторов. Мы даем им право снять сливки, получить на эксклюзивных условиях с государственным кредитованием большие земельные территории. Ни у одного иностранного предпринимателя, оформлявшего землевладение через ООО или аренду, никогда не было таких эксклюзивных условий доступа к нашим земельным ресурсам. Безусловно, соглашение очень серьезно определит их аппетиты. Ставки начинаются от 2 миллиардов рублей. Это соглашение, безусловно, открывает официальный конкурс на распродажу такого важного экономического ресурса, как земля, на совершенно невыгодных для нас условиях, убежден Саид Гизердава. А по мнению генерального директора Аквафон Алхаса Аргун, подписание инвестиционного соглашения похоже, далее цитата, на аферу. Тут ничего другого сказать нельзя. Как в частности отмечает Алхас Аргун, само соглашение, на мой взгляд, несет нам множество рисков. Если оно будет ратифицировано парламентом, картина для Абхазии будет печальная. Даже если не брать в расчет беспрецедентные льготы, которые предоставляются инвесторам, и освобождение от всех налогов на большой срок, в случае строительства апартаментов всю прибыль инвестор получает сразу. Построил, продал и все. У него больше никаких дел нет. Он налоги не заплатил и никогда не заплатит. Если у инвестора возникнут проблемы, например, с возвратом кредита, российский банк получит в уплату абхазскую землю и все, что на ней. И я совсем не исключаю, что это будет делаться предумышленно, именно с этой целью. Инвестор получит огромный кредит, банк получит в уплату кредита землю со всеми объектами на ней, российский суд примет решение, а исполнять его и расплачиваться будет абхазская сторона. В этой схеме я вижу только одну пострадавшую сторону – это Абхазия. Нам не нужны любые деньги и любые инвестиции, нам нужны ответственные инвесторы. А то, что они хотят сейчас сделать – это афера. Конец цитаты.
Экономист Ахра Аристава, в свою очередь, отмечает: мы умели говорить «нет» прямо в глаза сильным мира сего, и за это нас уважали. Что сегодня с нами случилось? Как такое возможно, что нам пытаются всучить соглашение, где нет никаких выгод и интересов граждан Абхазии, кроме прямого ущерба, а мы не можем даже возмутиться? Кто-то мог себе представить, что такое соглашение предложили бы при Владиславе Григорьевиче. Почему мы должны делать вид, что это оскорбительное соглашение надо обсуждать, вместо того, чтобы выкинуть его в корзину? Или кто-то желает нас столкнуть и стравить, вопрошает Ахра Аристава. Владимир Владимирович Путин сказал: зачем нам мир, где нас не хотят? Так вот, зачем нам Абхазия, где нас, абхазов, нет и не хотят видеть? Нас и наших детей. Конец цитаты. Подписанное соглашение — это преступление, убежден общественный деятель Тенгиз Джопо. Преступление против интересов национальной экономики. Через несколько лет абхазский бизнес ощутит его последствия в случае его ратификации. Это типичная финансовая ловушка для реципиента, выход из которой будет стоить Абхазии колоссальных затрат. Затрат, несопоставимых с железнодорожным кредитом, говорит в частности Тенгиз Джопо в своем комментарии. О внешней политике. 1 ноября состоялась встреча замминистра иностранных дел Республики Абхазия, главы абхазской делегации на 62-м раунде международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Одиссея Бигвава с замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. В рамках встречи стороны обсудили повестку предстоящего раунда МЖД, а также международную ситуацию. Проведение 62-го раунда дискуссий намечено на 5-6 ноября. 31 октября 2000 года Совет Безопасности ООН единодушно принял резолюцию 1325 о женщинах, мире и безопасности. Эта резолюция, включающая в себя 4 направления деятельности, а именно предотвращение, защиту, участие, миростроительство и восстановление, объединила глобальные усилия по решению множества проблем, с которыми сталкиваются женщины в условиях конфликта. На днях в Сухуми Ассоциация женщин Абхазии провела круглый стол на тему усиления роли женщин в современном обществе. Репортаж Элеоноры Гилаян. Обсудить усиление роли женщин в современном обществе своих активисток с разных районов Абхазии Ассоциация женщин собрала в рамках ежегодной кампании «16 дней против насилия» и в день принятия резолюции 1325 ООН о женщинах. Открыла круглый стол председатель АЖА Мариэта Топчан. И сегодня, в 24-ю годовщину принятия резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, ее значимость особенно актуальна. Этот документ, принятый в 2000 году, впервые признал критически важную роль женщин в вопросах мира и безопасности. Сейчас, в условиях многочисленных конфликтов и кризисов по всему миру, принципы резолюции остаются крайне важными. Защита прав женщин, их участие в миротворчестве, восстановление постконфликтных обществ – это все становится неотъемлемой частью для построения устойчивого мира. Наша страна, пережившая тяжелую войну 1992-1993 годов, до конца не оправилась от ее последствий, хотя прошло более 30 лет. Мирный договор пока не подписан, населению не оказана социально-психологическая реабилитация. Мы знаем, что женщины страдают в большей степени от последствий конфликтов. В то же время они обладают уникальной способностью, перспективами для примирения и решения конфликтов. Немало и проблем с реализацией принципов резолюции, но рост влияния женщин на местах способствует укреплению мира и предотвращению насилия. О возможностях и препятствиях в реализации резолюции в Абхазии в своем докладе говорила Ирина Кокоскир. Мы считаем, что обязательно мы должны работать с учетом вовлечением, участием и расширением возможностей женщин. Женщины у нас должны быть представлены на всех уровнях. На районном уровне, на местном уровне, на региональном уровне, на национальном уровне. Сегодня вот я очень рада, Мариэта Амбарцумовна, что у вас получается вот это вот приглашение новых
молодых женщин, девушек. Вот здесь вот я просто выделила всех вот этих как бы цитат. Проще женская инклюзия, то есть интеграция женщин, да, включенность женщин помогает создавать и поддерживать мир и безопасность для всех. Женщина, это вот как бы ее природа, ее анатомия, никогда не создает вот эту площадку, пространство только для себя. Она, это ее суть, ее природа. Она ради, для всех, как говорится, да. После основного доклада выступили районные активистки. Преимущественно они рассказывали о том, как на местах обстоят дела с избранием и назначением женщин на ответственные посты. Это в основном женщины на руководящих должностях, это в образовательном секторе. Вот у нас в районе 27 школ, из 27 школ всего лишь 6 директоров в школе. 6 мужчин, извиняюсь, 6 мужчин, остальные все женщины. Замы директоров, конечно же, женщины. А главы администрации одна женщина в районе, все остальные мужчины. А в районном собрании 4 женщины только. А сколько вообще районное собрание? Сколько? 27 человек. Да. 27 и 4 женщины в районном собрании. То, что касается сельских депутатов, всего во всем районе более 100 депутатов, и там всего лишь 5 женщин. Чего у нас не хватает? Именно в селах должны быть женщины. По-моему, им никто не мешает, потому что мужчины, они друг друга, конечно, поддерживают хорошо, но надо выдвигаться женщинам самим. И так как женщины более ответственны и более работоспособны, они бы лучшую роль играли бы в своем активе, и оттуда уже надо выдвигать и в районное собрание. Ежегодная кампания «16 дней против насилия» проходит в Абхазии с силами Ассоциации женщин каждую осень. В ее рамках проходят различные социальные, научные и просветительские мероприятия. Элеонора Гилаян, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Очередное специальное звание полковник милиции досрочно присвоено начальнику управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Дамею Авицба. Очередное воинское звание полковник досрочно присвоено начальнику Центра специального назначения службы госбезопасности Дадену Чачхалия. Кроме того, Дамей Авицба утвержден в должности начальника управления ГАИ. Он работает в системе МВД с 2011 года, с 2020 занимал должность начальника РЭО управления ГАИ. МВД продолжает специальные рейдовые мероприятия. Смотрите материал пресс-службы ведомства. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Квицине Джансух Алексеевич, 1982 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Сушба Саид Алексеевич, 1979 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения, повторно совершив данное правонарушение. Исхаков Ринат Рамилевич, 2004 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Гицба Тимур Леонидович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багапш Беслан Назимович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Смыр Астамыр Баджгурович, 1973 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цвейба Тимур Сергеевич, 1979 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гунба Виталий Львович, 1983 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пилия Рауль Нурбеевич, 1980 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Эбжноу Рауль Акакиевич, 1968 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Богателя Феликс Леонидович, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Терзян Мнацакян Мисропович, 1988 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Аликин Евгений Александрович, 1972 года рождения, житель Ростовской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Пачулья Денис Заурович, 1982 года рождения, житель города Ачамчира, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Таджикистана. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 223 УК РА, проводит следственное подразделение УВД по Гудаутскому району. Гражданин Республики Таджикистан уличен в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере. При вас имеется что-либо запрещенное в гражданском обороте? Психотропные препараты, либо наркотические вещества? Имеются? Да, имеется. Что имеется? Выдайте, пожалуйста, добровольно. Марихуана. Что это? Конопля. Музафарзода Бабаназари Джурабек, 1993 года рождения, незаконно приобрел и хранил при себе фасовочный пакет с веществом растительного происхождения и завернутое в обрезок черного целлофана аналогичное вещество со специфическим запахом. С какой целью вы носите это все? Где? Сам курю. Для личного потребления? Да. Граждане понятые, обратите внимание, все, что мы обнаружили при Гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками Новоафонского отдела милиции Гудаутского РОВД. Экспертами установлено, что изъятое при личном досмотре у Бабаназари Музафарзода вещество является наркотическим средством каннабис общим весом порядка 12 граммов, что является крупным размером. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственное подразделение ОВД по Гудаутскому району. Подозреваемый содержится под стражей. Фонд «Республика идей» запускает инициативу «Экологика». В его рамках участники рассказывают о проблеме загрязнения пластиком территории Абхазии. Первый этап – это информирование населения, а второй – запуск вторичного производства из пластиковых отходов. Менеджер «Республики идей» в интервью Абаза ТВ рассказала об основных этапах реализации инициативы. Фонд «Республика идей» занимается инициативами в области экологии, экологического просвещения. У нас уже есть несколько успешных проектов осуществленных. Сейчас мы переключились, скажем так, в сторону пластика, вопросов пластикового загрязнения, и хотим осветить эту проблему, которая существует в том числе в нашей стране. Мы хотим показать, что пластик после единоразового использования может быть не просто выброшен, да, на свалку, а может быть использован в качестве второсырья, и из него можно сделать прекрасные элементы декора, мебели и прочего. И мы планируем создать мини-производство как раз по переработке пластика в подобные материалы. Мы как раз готовим серию видеороликов, они посвящены темам экологии. Один из них мы уже запустили, и тут мы стараемся привлечь вообще внимание к вопросу экологии. Дело в том, что существует такое мнение, что Абхазия экологически чистая страна, тут прекрасные прозрачные реки, свежий воздух, нетронутая природа, и мы хотим, чтобы эта тенденция продолжалась, то есть чтобы через много лет природа оставалась такой же. Соответственно, чтобы не ухудшить то, что есть сейчас, мы как раз и хотим обратить на это внимание и уже сейчас предпринимать определенные шаги. Первый ролик как раз посвящен именно этому, то есть озвучивание проблемы и осознание ее – это первые шаги на пути к ее решению. Мы также планируем привлечь местных дизайнеров, чтобы они разработали как раз будущие макеты мебели, декоративных панелей и так далее. И планируем проводить воркшопы, где как раз дизайнеры научатся работать именно с материалом пластиком. Мы также проводим образовательные лекции в школах, хотим молодежь, да, привлекать к тому, чтобы они бережно относились к природе, рассказываем о вреде пластика, о том, что существует пластиковое загрязнение, насколько это опасно и какие способы борьбы существуют. После установки нашего мини-производства мы также планируем провести мастер-классы для детей, чтобы школьники воочию видели весь процесс переработки.
Фонд «Республика идей» уже реализовал одну успешную инициативу – это сбор батареек, отслуживших свой срок. Дело в том, что батарейки, попадая в почву, выделяют отравляющие вещества, которые сотнями лет не разлагаются в почве, но проникают в воду, воздух и растения, оказывая негативное влияние на здоровье людей. В настоящее время урны для сбора батареек установлены в самых разных уголках Абхазии. Мы решили на тот момент привлечь внимание к такой теме, как проблемы с использованными батарейками. Мы установили контейнеры для сбора. Дело в том, что батарейки, если их выбрасывать вместе с бытовым мусором, не со временем разлагаются, выделяют опасные для природы и для человека вещества. Чтобы этого избежать, мы установили контейнеры в общедоступных местах, где местные жители куда могут приносить как раз отработанные элементы питания. После мы все это собрали и сейчас храним в специальном помещении при Институте экологии. Это на сегодняшний момент самое лучшее решение. Мы собрали за все время огромное количество батареек и, в принципе, продолжаем это дело по сей день, но уже своими силами, скажем так. Но не всегда нам удается вовремя объездить все пункты, собрать все батарейки, поэтому в этом вопросе мы открыты всегда к поддержке, к помощи со стороны. Обо всех инициативах мы пишем на нашей страничке в Инстаграме «Республика идей». Можете подписаться и следить за всем. Наши анонсы. В субботу, 2 ноября, в вечернем эфире смотрите сюжет из серии «Культурное многообразие. Потенциал для развития», подготовленный Розитой Герман в рамках проекта фонда «Асарки». Герой сюжета – врач-дерматовенеролог, представитель известной врачебной династии в республике Дмитрий Магакян. Республиканский кожно-венерологический диспансер находится в Сухуми на территории республиканской больницы. В этом отдельном двухэтажном здании в середине рабочего дня уже тихо. Пациенты не ходят сюда толпами, а придя, стараются остаться незамеченными. У дерматовенеролога Дмитрия Борисовича Магакяна прием уже окончен. Мы можем спокойно поговорить. Это нашем Сухуми, наши книжки, больница. Дмитрий Борисович готов часами рассказывать о прошлых временах. Он старательно хранит фотографии, газеты. И сам кабинет полон раритетов из прошлого. Дореволюционные книги соседствуют с иконами медсестры. Тут же постер ансамбля «Апсны-67» 70-х годов и личные вещи его отца, знаменитого хирурга Бориса Магакяна. В 1945-м он дошел до Берлина, был награжден и всю жизнь посвятил медицине. 10 человек из рода Магакянов стали врачами. Это известная династия в Абхазии. А в воскресном эфире Абаза ТВ смотрите проект «Салон Витраж», посвященный народному артисту Абхазии Леварсану Касландзе, более известному как Леварса или Лео Касландзе. Он родился 25 мая 1912 года и посвятил всю свою жизнь театру. حركشاد راح تخوب رفتخ بحر راح تخوب يروباس أدونيز بسخو قزر الدود برد حرات رخشاد راح تخوب يحقال حرش راح تخوب خم بدوي قزر أزنر حوات يربيوت يتخوب حقوي أنا قول وبريزن يخد بي حدر ترى ززكو يتسردرو актер ду при театр апна кырдза шукса ус зуоз Лео Касландзе арейко пибзина дездеро актерча сцена яцевиц шоз театровед дохоп интервью каз гоз арейко питачара بس حزجة نحبلا حرشح تخوب بري حقازة دو Лео Касландзе сарадыз лысвала шуинеса актерча и хапча рапхет и актерча درواتشكو خنزق زقن زيرا والسقوب حادوني خان جوجان مقص تزحن عبخي رزدك حريش زقن صومي حون دسشونخا وبريو باس تشيتي هيد شمخ كنت استسوان حنيد خالة ريجيسور تشيسري وبري интересацию пера шизхуц и силка уам запхейт а брис шухмарра
أري داسكي شوفت روما أتيلو بريا أري كدرجل خيت حرادة وي حرا حتياتر قن زيان زري جوخشكس جوخ بيشكس نركنا يكود برجلو يكدرجل خيت خا أرق حرادة نساورس реалист традицијко и рукнуко нуи хымпада нас Пушкини тушареждирует нас трагедия доверия, не трагедия ревности, а на самом деле яшечка на нас хирада хабарам царок за нас хирада ехас убрякара яйрпшо зелою ателоча убрякара дедун дтбан дду настоя хаянало также юнецкого дтбан дгузьяном яра актерги и казщичы и хачсахичы и рейхата и хачсахички убре гузьяндра дара тып рацуньян гуд ари ихи хозыкын ихи перхак хозгикын хурада аха абри убыс яра иху маррал ваху иху шозыртело абри абрякары ду завою абас тышпаржиhe абас Марьяны тышпаржиhe а трагедия злыца зубриёк Ван голозна вара издрода угурезезерге Ишпастахос ахшуйсамазерц агурезра газаро гуй янакузалат угохтошнакзуа Апсабара якузагишра хавайс тобоб сепхусак гилхарам зархус вишанако Ахас бияна гойтеро бастрге децканья Сгуяна гойт орадара уяшопая Ахас бияна гойтеро бастрге усызны гойт акунамгала Ой сыпсует уй лапшаба сылпсахо закурслазгаша джарака Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба завершился галоконцертом в Абхазской госфилармонии. После награждения лауреатов и участников конкурса вместе с молодыми артистами на сцену вышли Воронежский академический симфонический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Третий раз Алиса Гицба привозит в Абхазию свой конкурс. В этом году к мастер-классам добавили творческие лаборатории. Расширилась и география участников. Такие проекты носят не только просветительский характер, но еще и образовательный, потому что вот в формате данного конкурса в этом году мы еще включили такой образовательный аспект в виде лаборатории Алисы Гицба, где наряду с вокальным исполнительством также участвует еще искусство ансамбля, инструментальный ансамбль и так далее. Поэтому можно сказать, что поэтапно конкурс развивается, расширяется, обрастает новыми именами. Музыканты из Китая, Великобритании, Германии и стран постсоветского пространства участвовали во всех турах конкурсного отбора. Подали заявки на участие более 200 музыкантов. Во второй тур прошли 100, и только 50 приехали в Абхазию. Как признаются сами исполнители классической музыки, впервые побывавшие в Абхазии, республика впечатлила и удивила их. Помимо вот исторической какой-то составляющей, которая здесь сохраняется, видно, что здание реставрируется, есть и такой европейский, так скажем, прибрежный такой, приморский такой уровень в плане заведений уютных, в плане кафе, очень таких хорошего уровня, с хорошей кухней. Максим Сударев получил третью премию конкурса. Как сам он говорит, участие в нем – это прыжок в последний вагон, так как в подобных конкурсах жесткий возрастной ценз. Сыграл больше возрастной фактор, потому что мне 36, поэтому я решил, что это один из моих последних, наверное, конкурсных состязаний, потому что уже вот везде конкурсы до 35, до 36, до 30. На Западе есть, может быть, у нас когда-нибудь тоже эта тенденция будет.
Как отметили члены жюри, на абхазской сцене оказались лучшие из лучших, а каждый отборочный тур был настоящим концертом высококлассных исполнителей. Замечательный конкурс, прекрасная идея, уровень очень высокий. Слушать было конкурсантов очень интересно, было очень много ярких индивидуальностей творческих в разных номинациях. Мы слушали это, в общем-то, даже не как конкурс, а как концертное исполнение. Анна Ревич также побывала в Абхазии впервые и теперь намерена приехать снова. Я в восторге. Это изумительная совершенно природа, очень богатая, очень вдохновляющая. Конечно, море, конечно, люди очень доброжелательные, очень теплая атмосфера, гостеприимная, ну и, конечно, очень вкусно. Это очень важно. По словам местных музыкантов, которые сопровождают выступления оперных исполнителей, такие конкурсы – это, во-первых, возможность услышать мировые шедевры в высококачественном исполнении у себя дома. Абхазская публика может познакомиться с шедеврами мировой классики, оперной музыки в исполнении очень хороших оркестров, очень хороших певцов. Это тоже немаловажно. Вторая причина, по которой конкурс Алисы Гицбо нужен Абхазии, по мнению Адама, это налаживание культурных и межгосударственных связей. Культура – это, наверное, после дипломатии, а может быть параллельно с дипломатией, это очень важное средство по международному признанию, по международным контактам. И в этом плане конкурсы, которые проводит Алиса Гицбо, они всегда охватывают разные совершенно страны, разные регионы России. И это огромный, очень важный момент. Благодаря конкурсу Алисы Гицбо с Абхазией продолжают знакомиться молодые музыканты со всего мира, а местные жители имеют возможность наслаждаться живой классической музыкой. Марьяна Котова, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Об основных критериях оценки участников Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицбо, обновленном составе жюри и мероприятиях, проведенных в рамках лаборатории, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России и идейный вдохновитель конкурса Алиса Гицбо рассказала в интервью Абаза ТВ. По ее словам, на конкурс в этом году было подано более 200 заявок от вокалистов и 23 от камерных ансамблей. И стараемся сохранить ту канву, которая начиналась с первого конкурса. Но из-за того, что у нас появилась номинация «Ансамбль», конечно, немножечко расширился еще репертуар. Ансамбль должны были играть трехчастную форму, сонатную форму, то есть достаточно большие произведения, многочастные. Да? И мы таким образом заставили им график, что они на первом туре должны были играть не более 15 минут, на втором не более 25, и на третьем туре они должны были сыграть целиком многочастное произведение, сонатную форму. Вот. И вообще увеличилось количество ансамблей тоже с прошлого года. Что касается вокальной номинации, мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы певцы показали себя во всех сферах. Начиная от старой музыки, эпохи барокко, и заканчивая современным авангардом 21 века. Вот этот весь путь они должны были пройти и показать нам владение, понимание стилей и звукоизвлечения. Интервью с народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России Алисой Гицбо смотрите 2 ноября в вечернем эфире Абаза ТВ. 5-й международный туристический форум «Визит Апсне» и выставка «Апсне Хорика» открылись в Гагре. В «Визит Апсне» принимают участие около 170 представителей туротрасли и предпринимательства из Абхазии и России. Более 20 предприятий работают на выставке «Апсне Хорика». Они представили свою продукцию, роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей. Традиционный праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта пройдет 3 ноября. Его проводят ежегодно с 1984 года. В мероприятии участвуют все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В прошлом году впервые присоединилась делегация из Карачаева-Черкесии. Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок. Вышел в свет новый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Алашара». В
в 5-м номере опубликовано продолжение романа Анзора Мукба «Под белым кленом», а также новые стихотворения Джамбула Инжги. Читатель может познакомиться с рассказом писателя Юрия Лакарба в переводе Таифа Аджба. Дмитрий Габелия подготовил к печати подборку стихов Александра Пушкина в переводах Гулия, Чичико Джону, Владимира Цвинария, Мушни Ласурия и Валерия Касланзе. К 120-летию Платона Чкаду опубликован его рассказ «Был рожден для народа». 7 ноября спортивная общественность Абхазии будет отмечать столетие абхазского баскетбола. В этой связи планируется приезд руководителей баскетбольных федераций России, Южной Осетии, Карачаево-Черкесии, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В рамках праздничных мероприятий планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между баскетбольными федерациями. Также будет проведен товарищеский матч между ветеранами России и Абхазии. Планируется также приезд членов бывших сборных команд Абхазии, защищавших цвета нашей республики в советские годы. Сейчас о погоде. В выходные дни 2 и 3 ноября в Абхазии облачно с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье с первой половины дня временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 14 до 19 градусов. Температура морской воды 19 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!